Хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха, бойтесь же Его и повинуйтесь Ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Как мы знаем, Всевышний отправлял много пророков и посланников к разным общинам, которых они призывали к единобожию. У каждого пророка была своя община, но ни одна из них не имела такую прочную связь со своим посланником, как наша. Весь жизненный уклад посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, и сунна были собраны и подробно переданы его женами, сподвижниками и табиинами, да будет доволен ими Аллах. Если мы взглянем на историю других пророков, то обнаружим, что их практика и их жизненный путь не были переданы с такой точностью и охватом. Всевышний Аллах в Коране и его посланник в Сунне упомянули 25 посланников со своими именами и поведали нам вкратце их историю, установив веру в них одним из столпов имана. Но, как мы сказали, наша община имела особую связь со своим посланником, особенно первые 3 поколения, которые считаются лучшими в исламе и которые передали нам все прекрасные качества и нравы посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего. И в месяце Рабиуль-Аваль утром 12 числа, как мы знаем, родился посланник Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, милость для всех миров. Он является милостью для верующих в Него и для неверующих. Всевышний Аллах похвалил его в Коране таким образом, что ни один искусный оратор и близко не сможет выразить подобную похвалу. Величие и достоинство его известны только Всевышнему. Ни один пророк, ангел, сподвижник не познали все его величие, ибо его степень перед Аллахом возвышается каждую секунду. Таков наш посланник и предводитель общины. Его прекрасные качества и особенности невозможно сосчитать, а в его поступках и укладе жизни есть пример для каждого мусульманина во всех жизненных обстоятельствах. Он является господином всех творений. Он был вознесен на небеса, где лицезрел рай со всеми его плодами и великолепием, а когда спустился на землю, как он дальше относился к людям? Все мы наслышаны о райских садах, об их красоте, величии, что нам рассказал посланник Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего. Он воочию увидел все это, а затем спустился на землю, где ходил по грубым и каменистым улицам Мекки, уверенно призывая к религии и не испытывая ни капли грусти от разлуки с раем. Когда он был вознесен на небеса, он увидел ангелов, совершающих обход над Каабой. Это небесный аналог земной Каабы и называется «населенный дом». Когда же он спустился на землю и увидел многобожников, делающих обход возле Каабы Мекки, он пришел в негодование от 2 разных картин – ангелов вокруг небесной Каабы и многобожников вокруг земной. Это было до его переселения из Мекки в Медину, в период, когда мусульман было меньшинство, а многобожники составляли подавляющее большинство. Несмотря на это печальное зрелище, посланник Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, не переставал просить у Аллаха наставить сердца неверующих на прямой путь. Такое сострадание и милосердие испытывал наш посланник в своей общине. Когда он был перенесен в мечеть Аль-Акса, он был почтен совершением коллективной молитвы во главе всех пророков, лучших людей на земле. А после того, как он спустился на землю, он молился с обычными людьми из числа своих сподвижников, не проявляя над ними высокомерия. Какая же большая разница совершать молитву с пророками и обычными людьми. Но духовная связь посланника Аллаха со своим Господом была совершенно прочной и нерушимой. Его любовь к Аллаху, познание его и богобоязненность не переставали приумножаться до самой смерти. Ему были показаны в раю гури, обладающие настолько прекрасным видом, что все мирское воссияло бы от их света. Когда он спустился на землю и вернулся к своим женам, то не испытывал никакой неприязни или высокомерия, а продолжал жить с ними и относиться мягко и с добром. Во время небесного вознесения ему было приведено животное, называемое бурак. Оно было настолько быстрое, что могло преодолеть расстояние, достигаемое взором, а когда он был спущен на землю, то ехал на обычном верблюде. Его не охватывали горделивость и высокомерие из-за своего высокого положения. Наоборот, он смиренно и храбро становился в один ряд со своими доблестными сподвижниками и сражался на пути религии, жертвуя своей жизнью. Он получал раны. В битве при Ухуде он получил травму на голове и сломал 1 зуб. Всевышний Аллах даровал ему самую высокую степень в сочетании с мягким нравом и смиренностью. Он жил обычной жизнью, проявляя мягкосердечность и доброту.
Он предводитель нашей общины, который безгранично любил своих последователей. Даже в эту секунду, пока мы читаем проповедь, он просит для нас прощения у Господа и испытывает к нам сострадание, как пришло в его хадисе. Поэтому каждый из нас должен задаться вопросом, насколько сильна его связь с посланником Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Когда он был вознесен на небеса и достиг предела крайнего лотуса, он был спрошен, осталась ли у него какая-то просьба. Он ответил «да», его община. Он не стал выделять членов своей семьи, а попросил прощения для всей своей общины. В судный день он пойдет ниц перед своим Господом и будет просить за свою умму. Поэтому нам крайне важно укрепить свою связь с посланником Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, наполнить свои сердца любовью к нему и воспитывать семьи на подчинении и возвеличивании его. Мы войдем в рай только благодаря ему, ибо Всевышний поведал своим ангелам не открывать врата рая никому, пока не войдет его любимейший пророк и творение – Мухаммад ибн Абдуллах. Он постучится во врата, а сзади него будет находиться его община. Его спросят, кто за вратами, и когда он назовет себя, те поприветствуют его и сообщат, что им было приказано не открывать врата, пока он не явится со своими последователями. Если посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, является нашим ключом к раю, то каждый верующий должен положить себе путь к нему постоянным чтением салаватов, ибо чтение салаватов приближает человека к посланнику Аллаха в судный день. Каждому мусульманину следует читать как минимум 300 салаватов каждый день. Пусть Всевышний дарует нам познание и любовь к своему посланнику, позволит нам последовать за ним и прожить нашу жизнь так, как доволен Аллах и его посланник.